93 человека эвакуированы в Абхазию из Луганской и Донецкой народных республик. Среди них более 50 детей и один пенсионер. Беженцы размещены в пансионате «Айтар» в Сухуми, где созданы все необходимые бытовые условия. Массовая эвакуация гражданского населения ДНР и ЛНР была объявлена в связи с обострением ситуации в зоне конфликта. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Дорога была, конечно, немного утомительная. Встретили нас замечательно. Спасибо огромное Министерству МЧС и Абхазии. Мы немножко, конечно, устали, но в целом чувствуем себя прекрасно. Встретили хорошо, мне понравилось. Хорошо, такие все доброжелательные. Это мои внуки, я бабушка, а родителей остались там. По поручению президента Аслана Бжани доставку беженцев организовало Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Колонна МЧС состояла из 2 автобусов, реанимобиля и автомобиля сопровождения. По согласованию спасательных ведомств Абхазии, ЛНР и ДНР эвакуация проходила на 2 контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией. Успенка есть переход ближе к Донецкой Народной Республике. Там мы на границе забрали 38 в общем количестве людей. В Луганск заехали без автобуса, встретились там с министром по чрезвычайной ситуации, с моим коллегом, обсудили вопросы, как и в дальнейшем сотрудничать в этом плане. А потом уже сразу, самое важное, что они сами доставили детей до границы. Мы ехали совершенно спокойно, останавливались практически там каждый час. И никому по дороге не стало плохо. Все прошло на таком штатном режиме, все нормально. Во второй половине дня Лев Квициния провел брифинг, на котором также рассказал представителям СМИ о процессе транспортировки, размещения беженцев. Министр подчеркнул, что при необходимости ведомство готово принимать еще беженцев и оказывать им гуманитарную помощь. Чтобы определить четко какую-то цифру обозначить, я не могу, но факт то, что мы сможем еще принять, но опять-таки я повторюсь, это зависит от самой ситуации. Вы понимаете, мы говорим там, допустим, давайте мы в состоянии там еще 200 человек принять, там 300 образно, да, но не дай бог там будет ситуация и в этом будет необходимость, конечно, мы будем обращаться и к населению. Было такое, когда мы даже готовили гуманитарную операцию в Донецк, начиная от бабушек, не знаю, кто только к нам не обращался, приносили там детские игрушки, теплые вещи, даже продукты. На брифинге также поднимался вопрос соблюдения антиковидных мер среди прибывших жителей Донбасса. Они приехали сегодня, отдохнут, и с завтрашнего дня мы будем проверять. Минздрав готова к этому, и наше медицинское управление. Конечно, каждый, который приехал, будет проверен, несмотря на то, что нам было сказано, что там нет больных. Оно и видно, потому что это семьи, дети. По распоряжению правительства прибывшим беженцам раздали бесплатные сим-карты от сотового оператора «Мобайл». В течение месяца они могут совершать звонки бесплатно. Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.